Мост через реку Лену в Якутии будет построен. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Ленский мост является одним из основных проектов реализации мастер-плана столицы республики. Как заявил президент страны на встрече с выпускниками РАНХИКС, Якутск уже является лучшим городом на вечной мерзлоте, потому что таких больше нет. И мост в республике будет построен. Напомню, ранее глава республики Айса Николаев заявлял о том, что стоимость моста через реку Лену в Якутии вместе с подъездными путями по предварительным данным снизили до 130 миллиардов рублей. Сегодня сам тружусь на благо своего. Вам за внимание к Дальнему Востоку и Якутску в частности. Евгений Николаевич, я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет. Это первое. Второе, мост, конечно, будем строить, да? Как у вас с правительством там по поводу моста? Ну, сегодня, по-моему, уже в экспертизу загружено. Стоимость определена. Там по поручениям Марата Шахерезяновича была корректировка проектно-сметной документации. Стоимость упала до 130 миллиардов рублей. К слову, мы со стороны города все работы ведем. Якутская птицефабрика постоянно расширяется и обновляется благодаря принятому плану модернизации. В этом году предприятие выходит на уровень в 91 миллион яиц в год. В 2024 году этот уровень планирует поднять до 100 миллионов. Качество яиц проверила наш корреспондент Марина Захарова. Работа на предприятии начинается с утреннего сбора яиц, который по конвейеру переходит в цех сортировки, после чего продукция упаковывается и перемещается в склад, а оттуда уже развозится в магазины города и свои торговые точки. Обновленное клеточное оборудование позволило увеличить количество мест, а сортировальная машина ускорила производительность до 90 тысяч штук в час. Мы переоборудовали 5 цехов. Оборудование оно совмещено с смарт-компьютером, который позволяет управлять производственными процессами, наблюдать, какая температура в цеху, влажность в цеху, кормлена ли птица, сколько корма съела. Большое внимание со стороны руководства уделяется обеспечению благоприятных условий для сотрудников предприятия. Доброжелательная атмосфера и своевременное оказание помощи – одни из основных критериев повышения производительности труда за последний год, которая по нескольким направлениям выросла почти на 15%. Коллектив очень понравился, очень дружный, веселые ребята. Начальники все очень приветливые, все проблемы сразу рассказывают, понимают, решают проблемы. Перспективы большие. Сотрудникам на птицефабрике работать стало гораздо легче с новыми технологиями производства. Анализ данных позволяет технической службе принимать своевременные решения. Необходимое ухаживание, кормление, поение и чистка происходит автоматически по заданному времени. Также через систему контролируется температура, проветривание и обеззараживание помещений. Птицы питаются насыщенным минералами комбикормом собственного производства. Нам удалось здесь существенно нарастить производство, изменить подходы к управлению. Могу сказать, что это, наверное, один из таких флагманов сегодня с нашей продовольственной безопасности, флагманов нашего сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. На данный момент в цехе содержится порядком 70 тысяч птиц. К концу года по плану будет произведено 90 миллионов яиц, и на этом не остановится. Будут приложены все усилия, чтобы достичь цели в 100 миллионов в 2024 году. Своевременная модернизация рабочего процесса, внедрение новейших механизмов, синтез ветеранов производства и молодого поколения современными компетенциями. Якутская птицефабрика находится на правильном пути и будет дальше получать поддержку, чтобы жителям всегда хватало местной продукции. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. С 1 июля можно будет оформлять ДТП в электронном виде. Производители сладких напитков будут платить за акцизы, по микрозаймам снизят ставки. Какие еще изменения в законодательстве вступили в силу, узнаем из следующего материала. Финансовые организации с 1 июля снизили предельные ставки с 1% до 0,8% от суммы долга в день. В силу вступили поправки, ограничивающие процентные ставки по краткосрочным кредитам. Изменились также лимиты и для займов до 10 тысяч рублей на срок 15 дней. Для таких спецзаймов микрофинансовые организации не смогут начислять больше 1% от выданной суммы в день вместо 2%. С 1 июля можно получить и отправить документы в налоговые органы через госуслуги. Для этого нужно предварительно направить в налоговое уведомление о необходимости получения документов с помощью единого портала. Дальневосточные и арктические гектары с 1 июля можно взять через госуслуги. Изменения позволят гражданам, не теряя права на гектар, однократно отказываться от участка, если не получается использовать так, как было запланировано. При этом после можно будет получить бесплатно другой земельный участок.
1 июля упрощается процедура добровольной ликвидации предприятий малого и среднего бизнеса. Эту процедуру могут пройти только те предприятия, у которых нет долгов по зарплате и налогам, недвижимого имущества и транспорта в собственности и записи о недостоверности сведений. Теперь для добровольной ликвидации достаточно будет заявления от принявших такое решение учредителей юридического лица. Водители по полису ОСАГО смогут оформить ДТП в электронном виде через госуслуги. Если ДТП оформляется по Европротоколу, то есть в нем нет пострадавших и участвуют 2 автомобиля, при этом возможность оформления ДТП очно тоже сохранится. Все необходимые документы для участников ДТП формируются в личном кабинете, и дальнейшее взаимодействие со страховыми компаниями ведется также на портале госуслуги. С 1 июля взимают акциз в размере 7 рублей за литр сахаросодержащих напитков. Платить придется за напитки с сахаром или подсластителями, с сахарным сиропом, медом, в которых объемная доля углеводов превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка, а содержание этилового спирта составит не более 1,2%. Акциз надо платить с напитков, упакованных в тару. Исключением является продукция, произведенная предприятиями общепита. 1 июля в России введен единый порядок оформления компенсации льготникам расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Сама форма заявления унифицирована, и в постановлении приводится перечень документов для получения льгот. Большую часть документов госорганы будут запрашивать друг у друга самостоятельно. Но, например, такие документы, как иностранное свидетельство о рождении или заключение брака, справки об обучении детей, документы о правах на недвижимость придется предоставлять самостоятельно. При этом обязательным условием получения компенсации оплаты ЖКУ остается отсутствие задолженности за коммуналку, и подать заявление можно как лично, так и через портал госуслуги или МФЦ. Сроки рассмотрения заявлений ограничены 10 рабочими днями. В Якутии, Магадане и Хабаровском крае может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. О необходимости введения заявил глава МЧС России Александр Куренков сегодня, 5 июля, на координационном совещании. Во всех названных регионах складывается сложная ситуация с природными пожарами. В частности, в Якутии из-за аномально жаркой погоды, отсутствия осадков и сухих гроз возникло в разы больше пожаров, чем неделей ранее. Глава региона Айсан Николаев попросил Александра Куренкова рассмотреть возможность выделения региону еще 2 вертолетов Ми-8. Федеральный министр озвученное предложение поддержал, отметив, что воздушные суда прибудут в Якутию уже в ближайшие дни. Участникам СВО свою поддержку активно оказывают предприниматели. Так, например, предприниматель родом из Намского района Вадим Кутуков сегодня передал ключи машины УАЗ-фермер. Далее транспортное средство доставят в Ростов-на-Дону артиллерийской бригаде, затем передадут в Запорожье, где служат земляки и товарищи частного предпринимателя. Отмечу, это не первая помощь от Вадима Кутукова участникам СВО. Ранее он уже отправлял медикаменты и финансовые средства. Ну а новая техника с закрытым кузовом в 1 час может ехать от 120 до 150 километров. Таким образом, поможет бойцам перевозить воду, продукты, посылки, а также малогабаритное оружие и раненых в госпиталя. По программе поддержки местных инициатив в республике реализуется 332 проекта. С 2019 года к ней подключились все муниципальные образования. Отмечу, такая программа позволяет оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные проблемы местного уровня, а также вовлекать в работу местных жителей. Благодаря программе поддержки местных инициатив решается очень много важных проблем поселений. И самое главное – это то, что жители сами могут принимать участие и выбирать, какой проект наиболее актуален, будь то обустройство детских, спортивных, культурных площадок, ремонт дорог или благоустройство территорий. Объект для благоустройства выбран не случайно. Сквер в центре Беркокита или аллея славы первостроителей БАМа – это место, где проводятся все праздники, где любят собираться местные жители и отдыхают дети. Людям можно где-то будет в действительности пообщаться, встретиться не где-то на кухне, а вот именно летом, в жаркий такой период, когда хочется тепла солнца и, конечно, более позитивных каких-то мыслей. В последнее время Беркокит заметно преобразился, причем изменения происходят в лучшую сторону. Отремонтированы дороги, благоустраиваются территории, и такая работа будет продолжаться. Вот эта работа у нас будет идти, и в программу мы будем это выполнять. Это очень здорово, что такая программа есть у нас по Якутии. Вот. И мы
стараемся ежегодно в эту программу входить. Стоит отметить активность местных жителей. Беркокитцы не остаются в стороне, принимают участие в обсуждении, вносят свои предложения для того, чтобы их поселок становился чище и уютней. По сравнению с тем, что было, что сейчас идет абсолютно прогресс. Абсолютно. Во всех сферах. Начиная со строительства, начиная во всех благоустройствах, во всех отношениях идет прогресс в нашем поселке. Выбор инициативных проектов проходит онлайн. Чаще всего на первое место жители ставят вопросы ремонта дорог, пожарной безопасности, благоустройства территорий и общественных пространств. И стоит отметить, что опыт нашей республики получил высокое признание на российском уровне. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутии 5244 семьи распорядились средствами целевого капитала «Дети столетия». Размер целевого капитала в текущем году с учетом индексации составил 105 тысяч рублей. На 3 июля 2023 года принято 14 817 решений о предоставлении права на целевой капитал. Из них 5244 заявителя распорядились выделенными средствами на общую сумму в 434 миллиона 900 тысяч рублей. Наиболее популярными направлениями использования капитала продолжают оставаться улучшение жилищных условий и приобретение транспортного средства. Новый квартал «Рабочий», построенный в рамках программы переселения в Ленске, продолжает преображаться. В прошлом году продолжение дороги по улице Якутской было заасфальтировано. В этом выкладывают тротуарные дорожки. Ну а в скором времени тут будет сделано современное освещение. И еще одна радостная новость для жителей новых домов и всех ленчан, кто передвигается по этим дорогам. Продолжение улицы Орджоникидзе до улицы Рабочей будет заасфальтировано. Мы обязательно доведем до конца, потому что контракт уже заключен, подрядчик определен, сложности нет, финансирование есть. Это освещение и благоустройство в виде тротуара улицы Орджоникидзе на участке от Пролетарской до Рабочей. Это к новому нашему кварталу. И асфальтирование улицы Орджоникидзе на участке от Якутской до улицы Рабочей. Делать будем мы это на основании проектно-сметной документации. Обмен опытом и сплочение семей. Республиканский слет «Будем вместе» в 7-й раз собрал в Якутске приемных родителей, специалистов органов опеки и попечительства и центров содействия семейному воспитанию. Участники слета обсудят актуальные вопросы, а также меры поддержки. С программой и участниками форума знакомилась моя коллега Валерия Наумова. Более 130 человек из 22 районов республики в течение 2 дней рассмотрят актуальные вопросы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение замещающих семей, повышение знаний и компетенций приемных родителей, органов опеки и попечительства, а также специалистов Центров содействия семейному воспитанию. Помимо этого, в рамках слета пройдут круглый стол, семинары, тренинги и выступления. Ежегодно мы принимаем участие в республиканских слетах приемных родителей. Это, конечно, благодаря тесному сотрудничеству с Международным детским фондом «Дети Саха-Азия». Так как мы психологи, то, естественно, мы проводим тренинги. Тренинги эмоционального выгорания замещающих родителей, потому что на них лежит очень тяжкий труд – это воспитание детей. Тренинг в этом году мы назвали «Дитя двух семей». То есть это кровные родители и приемные родители. В этом году слет впервые поддержан грантом фонда президентских грантов и главы республики. Благодаря этому в нем смогли принять участие около 70 приемных родителей из разных районов республики. Также на мероприятие был приглашен спикер из Хабаровского края. Благодаря этой поддержке мы смогли пригласить спикера, оплатить его приезд сюда в республику и сделать возмещение проезда приемным родителям, которые издалека, их проживание. Это очень важно, потому что приехали у нас из 22 районов, включая Жиганский район, Оленёкский район. Это очень, конечно, дорогостоящие. Они и так у нас приезжали, но чтобы расширить возможности. Огромная ценность приемной семьи и приемных родителей состоит в том, что у ребенка появляется возможность расти в естественных для него условиях, а не в системе и коллективе. Конечно же, важность проведения слета отмечают и сами участники. Очень приятно присутствовать здесь. Я их благодарю, правда, что такие мероприятия организовываются.
И вообще, ну вот эти все, вот я сейчас сидел там, да, вот с женщинами, как бы у кого там 10 детей, у кого там 20 детей, там, и знаете, для меня действительно большая честь находиться среди таких людей. Вот была бы моя воля, я бы им тоже дал бы Героя России, бы, как бы, потому что то, что они делают, это действительно большой вклад, ну, в воспитание. От нас сегодня очень много зависит, от родителей, кого мы вообще в жизнь выпустим. С 2015 года в республике наблюдается значительный рост приемных семей. В прошлом году глава Якутии увеличил вознаграждение приемным семьям в 2 раза, что тоже стало определенным стимулом. Проведенные социологические исследования показали, что люди уже не боятся брать приемных детей. Валерия Наумова, Иван Сорокаумов, Якутск. Почувствовать атмосферу мировой науки и обменяться опытом с юными коллегами из других стран. В Северо-Восточном федеральном университете собрали 106 лучших молодых ученых со всей России и ряда зарубежных стран для участия в международной школьной научной конференции, чтобы представить свои доклады на секционных выступлениях. Отстаивать честь республики будут школьники из Якутска, Хангаласского, Амгинского и Горного районов. Первая секция – это математика, информатика и компьютерные науки. Вторая секция – физика, астрономия и технические науки. Третья секция называется «Науки о жизни, об окружающей среде и химии». И четвертая секция – это социальные и гуманитарные науки. Завтра у нас будет постерная сессия для экспертов, а 7 числа мы ждем всех желающих на постерную защиту для общественности. По стопам Алины Кабаевой в Якутске прошло заседание Президиума Федерации художественной гимнастики, на котором были рассмотрены итоги работы за первое полугодие, а также планы на будущее. На встречу приехали члены сборной республики, которые сегодня тренируются в Ульяновске. С перспективными спортсменками встретилась Мария Кардашевская. Сегодня Федерация художественной гимнастики в нашей республике представлена 4 детско-юношескими спортивными школами и 6 клубами. Занимаются гимнастикой в Якутии около 1000 детей. Сборная Якутии выступает 3 составами в групповых упражнениях. 1 команда выступает по программе мастеров спорта и 2 команды по программе кандидатов в мастера спорта. Члены последней уже в этом году собираются выполнить нормативы на присвоение звания мастера спорта. Сегодня Федерация работает над тем, чтобы усиливать свой тренерский состав. Ведь мы понимаем, что любой вид спорта, в том числе художественная гимнастика, она может развиваться только если есть квалифицированный тренерский состав. Девочки живут и тренируются в Ульяновске. Они приехали в республику сдать школьные экзамены. Ну а уже послезавтра спортсменки вернутся к тренировкам и подготовке к основной цели – сдаче норматива на мастера спорта. Тренировочный процесс у них достаточно сложный. Тренируются они как минимум 6 часов каждый день с 1 выходным в неделю. Свободное время у них как раз уходит на подготовку домашних заданий, отправку домашних заданий учителям, получение оценок в школе. Учатся девочки при этом хорошо, никто не отстает, так что успевают все. Жизнь у них насыщенная, сложная, но интересная. В художественной гимнастике, как и в любом профессиональном спорте, остаются надолго самые выносливые и целеустремленные. Одна из команды – Дарья Махначевская. Она пришла в художественную гимнастику в 5 лет и с тех пор непоколебимо идет к своей цели. Мне нравится взаимодействовать с детьми, потому что они такие маленькие, и хочется чему-то научить постоянно. Я уже была к этому готова, понимала, к чему я иду. Все эти 10 лет, то, что я уже в спорте, поэтому, да. Ее никогда ничего не останавливало. Ничего. Она всегда шла вперед. Доченька у меня такая, по характеру боевая. Помимо одной сборной, совсем скоро на защиту чести республики выйдет и второй состав. Сейчас девочки проходят обучение в учебно-тренировочном центре олимпийской подготовки в Новогорске. Ну а уже в следующем году выступят на 8 летних международных играх «Дети Азии» в Якутске. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. Штукатуры, монтажники, каменщики и сварщики Якутии собрались в столице для участия в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2023». На первом этапе конкурса участники сдавали тесты по теоретической части, ну а во втором перешли к практике. Качественно отштукатурить стену, собрать устойчивую и крепкую конструкцию. Работы конкурсантов оценивал Александр Хавренко. Ежегодно Союз строителей Якутии проводит конкурс профессионального мастерства среди работников строительных компаний и частных предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом. Конкурс «Строймастер-2023» проводится по 4 номинациям: лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций, лучший штукатур, лучший каменщик и лучший сварщик.
Якутский коммунально-строительный техникум предоставляет под конкурс свои площадки, а также преподавателей, которые входят в состав экспертов. Такие конкурсы повышают именно рабочий авторитет рабочих профессий. Самое главное, все-таки как образовательное учреждение, мы думаем, что конкурсы дают нам мотивацию для обучения студентов по рабочим профессиям и специальностям строительного профиля. Михаил Каратаев, индивидуальный предприниматель, в прошлом году на конкурсе занял 2-е место. В этом году пришел за реваншем. Я считаю, такие показательные соревнования должны быть побольше, чтобы люди знали, молодые люди, чтобы потягивались, чтобы могли работать. Ну, это дает стимул, как бы, да. И главное, чтобы люди видели, знали, чтобы учились. В конкурсе штукатуров явный фаворит Алексей Попов. В прошлом году на дальневосточном этапе Алексей занял 1-е место, а на российском финале стал серебряным призером. Алексея можно назвать потомственным штукатуром. Первые азы мастерства он постигал, наблюдая за работой своей мамы. И теперь с удовольствием принимает участие в профессиональных конкурсах. Во-первых, показать себя, навыки свои. Может, что-то у других принять, какой-то другой опыт. Молодежи мало ничего. Хотелось бы, конечно, с молодежью поработать. Победитель регионального этапа в каждой номинации отправится защищать честь республики на дальневосточном этапе. А там и до всероссийского финала рукой подать. Как говорят участники конкурса, главное любить свою работу, тогда и конкурс выиграть нетрудно. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Якутское лето в самом разгаре. Высокие температуры не спадают вот уже на протяжении нескольких недель. Для кого-то теплое лето в радость, ну а для кого-то может стать настоящим испытанием. Евгений Байден расскажет, какие последствия несет жара. Несмотря на временное послабление жары, впереди гостей и жителей столицы ждут по-настоящему жаркие летние дни. Так, специалисты гидрометцентра заявляют, что температура воздуха еще не достигла своего максимума. Поэтому жаркая погода продлится как минимум до середины этого месяца. Мы ждем следующую порцию жаркого воздуха. Это начиная с воскресенья. Значит, опять будет выходить теплые воздушные массы у нас из Приморья, из Казахстана. И поэтому опять температура начнет повышаться. То есть лето продолжается как минимум до середины следующей недели. Летняя погода может стать серьезным испытанием для некоторых людей. Как отмечает специалист, в это время года в группе риска чаще находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Особенно опасно оно высокими температурами. Почему? Потому что при высоких температурах меняется состав крови, реологические свойства крови. И пациенты, которые уже имеют измененные сосуды, попадают в группу именно риска возникновения сосудистых катастроф. В первую очередь, конечно, это инфарктов и инсультов. Как советуют врачи, в самое жаркое время, по возможности, необходимо минимализировать время нахождения на улице, носить светлую и просторную одежду и активно пить воду. Наша съемочная группа поинтересовалась у жителей и гостей столицы, как они защищают себя от жаркой погоды. Кондиционер, много воды, шляпка, все. Я радуюсь солнцу. Я не спасаюсь. Просто принимаю его и все. Зонтиком. Только это и спасает. Только зонтик спасает? Ну, СПФ, конечно, солнцезащитный крем. Просто отдыхаем на даче основное время. Только в город приезжаем по делам, так как находимся в отпуске. Несмотря на послабление жары в последние дни, специалисты рекомендуют не забывать о мерах предосторожности и следить за прогнозом погоды. Евгений Байден, Виктор Дичковский, Якутск. Это были все новости к этому часу. До новых встреч.